Мои добрые пожелания Чильхару и всем, кто смотрит это видео. Я решил отреагировать на пост Чильхаров на форуме hakasia.com. И тема, тема следующая. Ну, в общем-то, Чильхар здесь предлагает рассмотреть идею любви. И он просит как бы меня ответить, как я понимаю, ну, как бы нигде не подглядывая, ни у кого не высматривая. Но, видимо, имеется в виду, чтобы я поделился своим собственным пониманием, действительно, как я вижу это явление любви. Но вы знаете, вот прежде чем говорить о любви, ну, я так понимаю, это любовь не только бытовая, как мы понимаем, да, это нечто более такое объемное понятие, скажем, понятие, может быть, даже и вселенское, да, и космическое понятие любви, ну, наверняка исходящее оттуда, то я решил начать ответ на этот вопрос с базового элемента, что называется, чтобы понять мою логику отношения к этой теме, к теме любви. И я хочу еще раз вернуться к теме основного вопроса философии. Почему-то я считаю, что нужно начать оттуда. Основной вопрос философии, я об этом пытался говорить на видео. Посмотрите, пожалуйста, это видео, если кто-то не видел еще раз, я ссылку дам. Каким образом я решил его для себя. Ну и кратко в тексте я прописал его таким образом. Как я понимаю объективный мир. Для меня основной вопрос философии не состоит в том, что возникло раньше, дух или материя. То есть сознание какое-то, которое сотворило наш объективно реальный мир, да. Но на самом деле вопрос не в этом. Если мы таким образом зададим вопрос, я об этом говорил уже вот на том видео, на самом деле основной вопрос, может ли из ничего вообще в принципе возникнуть что-то. Этот вопрос он более глобальный. Если человечество придет к знанию или к фактам, что из ничего не может возникнуть что-то, а сегодня знание человека именно такого рода. То есть человек нигде не наблюдает, что из пустого абсолютного ноль что-то вообще может возникнуть. Что-то живое или неживое. Не имеет значения, но что-то из пустого, что-то может быть внятное возникнуть. Такого факта вообще в природе вещей не наблюдается. Значит, выходит только одно решение. Материя, оно вечно. И ничто раньше не создавалось, ни дух и ни материя. Просто материя существует вечно и все. И нету материи, конечно, ни начала, и нет ему конца. И тогда есть ли вообще смысл задавать вопрос о первичности или вторичности материи? В этом нет вообще никакого смысла. Почему? Да потому что в самой материи уже свойственно понятие сознания. То есть материя, она обладает свойством сознания. Оно проникнуто этим явлением. Материи без сознания вообще быть не может. Это две вещи. Ну, я проводил аналогию с курицей или яйцом. Что первично, курица или яйцо? Ответа на самом деле нет на этот вопрос. Курица не появилась раньше яйца или раньше или яйцо, ну и так далее, да? Это бессмысленный вопрос. Конечно, материя, то есть в материи свойственно понятие сознания. И это две неразрывные и взаимосвязанные системы. Нельзя отделять материю от сознания, сознание от материи. Это просто невозможные вещи. Так же, как мы сейчас разговариваем, я не могу доносить какие-то свои идеи без моей материальной субстанции. Это просто невозможно. Не было бы никакого общения. Вот это базовые элементы для дальнейшего рассуждения. Вот и мы давайте вернемся снова к нашей теме любви. Конечно, сознание, что такое любовь, да? Я для себя считаю все же, вот, ну, мы сейчас понятие любви, эту тему, конечно, решаем в связи с какой-то ситуацией.
Почему? Потому что люди находятся в определенной ситуации, цивилизационной ситуации, космической ситуации, ну и так далее. Какова же основная проблема людей на сегодня? Почему мы говорим о любви? Вообще зачем это надо? Говорить о любви, о вселенской любви, о любви к друг другу и так далее. Зачем мы упираем, и человек делает акцент на идеологии любви как самый значимый? Ну, предположим, Чельхар это делает, да. То есть любовь самое значимое явление сущности человека. Я лично эти вещи разделил бы. То есть надо найти базовое понимание явления любви. Для чего это нужно? Для чего нужна идеология любви? И я понимаю, что тут проблема на самом деле одна. Тут проблема выживания человечества и вообще идеи жизни на Земле. Вот именно на Земле, не в космосе вообще, пока что не в космосе, а на Земле. Если мы не будем говорить о любви, то по Чельхару человечество придет к своему фатальному завершению. Ну, я так понимаю его пафос, да. Я солидарен с этой идеей, с таким мнением, что человечество закончит фатально. Человек сам себя когда-нибудь убьет, допустим, да, при продолжении идеологии, что человек всегда будет воевать. Есть люди, которые говорят, что как сохранить человечество, да, жизнь на Земле. Надо любить друг друга. Но я считаю, это не решение проблемы на самом деле. Любовью, категорией любви, воспитанием любви и так далее, человечество не избавится от этой проблемы, от проблемы жития или жизни на Земле. Человек все равно сам себя убьет. Как бы мы ни проповедовали, и как бы мы ни говорили об идее любви, и как бы об этом можно везде говорить. Везде о любви. Но эту проблему не решит. Почему? Есть опыт. 2000-летний опыт Иисуса Христа. Вот смотрите, что проповедовали в тот период времени. Примерно 2000 лет назад какова была основная идея. Кстати говоря, вот в заповеди, да, в 10 заповедях нет идеи любви, вот имеется в виду любите друг друга. Это не оговорено, но имеется в виду каждый раз, да. Вот что интересно, первым пунктом прописано «Я твой Господь». И не будет у тебя других богов. То есть у тебя не должно быть других богов. Я единый. То есть зачем идея Бога? Ну, давайте мы пока об этом не будем рассуждать. Не делайте себя кумира, там, не произносите имени Господа и так далее. Вот смотрите, для меня самым важной заповедью из 10 является «не убивай». Нет важнее на самом деле вот этой заповеди. Но он прописан, к сожалению, 6-м пунктом. А его надо прописать сегодня 1-м пунктом, а не 6-м. Все остальное, не прелюбодействуй, не кради и все остальное, они менее значимы по статусу, имеется в виду, из 10, чем не убивай. Не убивай – это вопрос жизни и смерти человечества. Мы наделали столько ядерных бомб и неядерных бомб. Ведь в конце концов закончится тем, что можно будет в гараже где-нибудь собрать оружие массового поражения, которое убивает или может убить все человечество разом. Это можно будет собрать в гараже, если мы будем следовать идее того, что человек всегда будет воевать. Вот иногда я как-то у сородичей спрашиваю, типа, как ты думаешь, человечество может жить вообще в принципе без войны? И вы знаете, что люди отвечают? Не может. Для меня это просто убийственное мышление. Как человек не может жить без войны? Так всего, это человечество придет все к убиению самого себя. И человек об этом свободно рассуждает. И говорит, да нет, человек не всегда будет воевать.
Человек всегда будет воевать. Вот эта идея, причем это на самом деле это заблуждение, что человек всегда будет воевать. Это сегодняшнее состояние человека. Давайте немножко я об этом скажу, свое понимание вещей. Человек может и будет жить без войны. У человека на самом деле нет выбора. Давайте я пропишу. У человека нет выбора. Ему надо жить только в условиях мира. Иного выбора нету. Выбор войны – это уже не выбор, это отсутствие и уничтожение всего и вся. У нас есть только один вариант. Только один вариант. Мир без войны. Другого варианта просто нету. Его нету. Если кто-то думает, что вариант жить с войной, человечество будет долго жить и воевать, да, всегда будет воевать, и долго человечество будет долго жить, человечество не будет долго жить. Оно закончит свою историю, уже очень близко, 200-300 лет. Все. Максимум 500. Человечество закончит свое существование в космосе. Как факт жизни, да. Поэтому у человека только один вариант – жить в мире без войны. Это единственный выбор, который у человека есть. Больше выбора нету. И теперь вопрос. Можно ли эту проблематику мира без войны решить с помощью любви? С помощью любви можно ли решить эту проблему войны? Мой ответ – нет. С помощью только любви проблему дальнейшего мира решить невозможно. Об этом говорят факты следующие. Я еще раз вернусь к заповедям. Дело в том, что Иисус проповедовал ведь это. Он говорил об этом. И что? И что сделали последователи Иисуса, христиане? Они все время, в течение 2000 лет только и убивают людей. Только и убивают друг друга. Только и убивают представителей других религий. Вообще просто мы убиваем и убиваем. А какая разница, что мы читаем Библию или что нет? Не имеет вообще значения, христианин ты или не христианин. Человек не следует заповедям Иисуса Христа. Иначе говоря, Иисус отдал жизнь ради этой идеи, а проблема так и не решена. То есть жертва на самом деле была напрасной. Эта жертва была не нужна. Это бессмысленная жертва. Иисус не решил проблему. Точнее говоря, его не смогли решить последователи Иисуса. Каждый сегодня, кто идет на войну, он как минимум христианин или представитель другой религии. Как минимум. А немногие говорят, да, я православный христианин. И идут убивать. Это человек. И вот вопрос. Иисус с идеей любви, с помощью любви проблему войны решить невозможно. Если кто-то думает, что можно воспитать нового человека, типа, да, нужно воспитывать. Вопрос, как можно решить проблему мира? А это решаемый вопрос, и это возможно. Каким образом? Ответ один. С помощью развитых технологий и системы научного образования. С помощью развитых технологий и системы научного образования. Подчеркиваю, научного. В данном случае
образования. Почему? Как ни странно, упоры делаются на развитые технологии. Давайте мы посмотрим на человека. Что такое человек? Человек. Ты кто? Мы кто? Мы люди. На самом деле обычные млекопитающие, но владеющие и умеющие создавать технологии. Мы больше ничем не отличаемся от мира животных, кроме того, что мы умеем создавать технологии. Все. Мы больше ничем не отличаемся от других наших сородичей по земле, да. От жуков, ну и так далее, в общем. От волков, от собак, от свиней. Мы ничем не отличаемся. У нас те же клетки, тот же состав химический, тот же похожий набор генов и так далее, и так далее. Но человек научился создавать технологии. Но наша биомасса, она не развилась, она еще в стадии изменения. Именно наша биомасса и наше сознание. И, конечно, наше сознание подчинено, и наш материальный, бренный наш мир, и наше тело, материальное тело, оно, конечно, подчинено законам материи, хотим мы того или нет. Но почему речь идет о технологии? Дело в том, что, конечно, надо понять проблематику войны. Зачем вообще люди воюют? Люди воюют не потому, что хотят воевать. Человек не хочет воевать. Но он вынужден это делать, потому что человеку не хватает ресурсов. Ресурсов для выживания. Как только человеку это не хватает, то есть надо просто кушать. Как только у нас возникает проблема с питанием, мы что делаем? Мы убиваем животных, кого можно убить. Ну да. И далее мы отбираем ресурсы у наших сородичей. Ну, мы делаем свои метки по территории, конечно, тоже, как и все животные, как многие животные. Мы ставим границы, мы живем себе, то есть человек ведет себя как животное. Метки ставит, границы, да, ставим там охранников, пограничников, да. И мы охраняем территорию, мы пометили сами себя. Но биология никуда не делась, надо кушать. И кушать себе подобных тоже ведь надо кушать. Мы же хищные. Мы же хищники. Мы любим кровь. И нам это нужно для выживания. Иначе говоря, нехватка ресурсов порождает войны. Ресурсов именно для выживания. И это самая главная проблема. Нехватка ресурсов для выживания вида Homo sapiens. Порождает войны. Ну и вот, когда не хватает всего, скажем, не хватает проблем, покушать, да, мы хотим. Конечно, это базовая проблема. На самом деле на эту проблему накладываются многие другие. То есть у человека же по сути две потребности. Да, давайте поговорим сейчас о потребностях. Нам надо удовлетворять свои биологические потребности. Биологические потребности. Я сейчас не буду в подробности это расписывать. То есть нам надо поесть, нам надо одеться, чтобы не замерзнуть. И нам нужно жилище, чтобы тоже не замерзнуть. Одежда, жилище, питание. Питание на первом месте. Давайте все же пропишу. Питание
одежда, жилище. Это наши биологические потребности, то есть потребности для выживания тела человека. Тело человека. Если не кушать, наше тело погибает. Если мы замерзаем без одежды, тело погибает. Если наше тело замерзает без жилища, без очага, да, без огня, наше тело погибает. Очень все просто. Есть второй слой потребностей, я их называю социальные потребности. Сюда же входит понятие культура. То есть в понятие социальной потребности входит понятие культура и многое другое. Этих потребностей социальных огромное количество. И чем больше мы развиваемся в технологиях, тем их становится больше. Но основная потребность, социальная основная потребность, это потребность в общении. Это базовая потребность. Люди не могут не общаться и жить вне социального, то есть вне человеческого социума. Это базовая потребность общения. Ну и вот. Конечно, человека, когда не хватает ресурсов, он решает свои потребности с помощью войны. Победители имеют все, что могут иметь, а побежденные, как правило, естественно, не имеют того, что имеют победители. Это биология человека, то есть это вид млекопитающих, это вообще природа, закон природы. Ну и вот, каким образом решить проблему мира без войны? Конечно, мы должны решить в первую очередь биологические потребности. Мы их должны решить настолько, чтобы эти потребности, они не ощущались для человека, чтобы они не были заметны, как это заметно сейчас. Сейчас мир живет в условиях, скажу так, неэффективного распределения ресурсов неэффективного распределения ресурсов Земли. На самом деле Земля сегодня может прокормить всех. Мы сейчас говорим о питании. Мы говорим сейчас о самой первой потребности питания. На самом деле человек может себя прокормить, и ресурсов Земли достаточно. Но эти ресурсы неэффективно распределены между людьми. Но система капитализма, которая сейчас есть, она неэффективна то есть она не отвечает нуждам современного человека. Голод в Африке то есть огромная часть человечества еще голодает. И эта проблема не решена. Капитализм не решает эту проблему по факту. Не потому, что капиталисты не умеют любить, они умеют любить. Не потому, что они злые такие, капиталисты хотят вот весь мир поработить, вот только они вот и спят и видят, как бы поработить другого. Не всегда так, но сама система распределения, она порождает неравенство, социальное неравенство между людьми. И вот первая задача какая? Создать такие технологии, которые могли бы решить вопрос обеспечения питанием всего мира в необходимых количествах. Вот мы сейчас пришли к идее технологии в необходимых количествах.
Конечно, самое первое, мы должны решить проблему питания. И проблему питания для всего мира мы должны решить по следующему принципу. По принципу, что каждый человек, независимо, работает, не работает, просто по факту рождения, человек родился, все, он должен быть обеспечен системой питания, независимо от того, работает он или не работает. Это немножко непривычно для современного человека, да, как это так, не работать, он на халяву будет жить, что вообще он превратится, знаете, это разговоры на уровне неразвитого сознания. Я об этом буду говорить потом, но сейчас идея именно такова. Нужно обеспечить каждого человека избыточной системой питания. Иначе говоря, чтобы была возможность, как только человек появляется, все, для него готова система питания. Человек не должен думать о том, где, что он делает, чтобы просто выжить, да, ну, скажем, покушать. Сейчас эта проблема, вот именно эта проблема порождает войны. Когда человек решит проблему питания в глобальном масштабе, в мировом масштабе, причина для ведения войны, отбирания ресурсов, она отпадет. Эта причина отпадет. Не надо будет отбирать хлеб другого, если у тебя он есть тут в том количестве, сколько у тебя просто хочется его, да, ну и другого вида питания. Тогда мы приближимся к тому, чтобы избавить человечество от его главной причины нехватки ресурсов. Дело в том, что человечество никогда еще не жило в условиях избытка ресурсов. Мы этих условий не знаем. И я уверен в том, что избыточность, оно никогда не порождает алчность, оно не порождает и другие негативные свойства, которые возникают у человека в условиях нехватки ресурсов. То есть, иначе говоря, человечество должно войти в мир избытка или достаточности ресурсов. Человечество должно в мир избытка или достаточности ресурсов. Вот основная задача, которую должен решать сегодня человек. То есть мы должны создать мир избытка, как в системе питания, как в системе одежды, так и в системе жилища. Их достаточности. Ведь согласитесь, человек не может скушать в день 100 булок хлеба. Ему этого не надо. Или там 100 килограммов чего-то, да, или так далее. У каждого человека есть определенная мера в питании, и эту меру технически можно решить с помощью только технологий. Никакой идеи любви, никакими какими-то моральными принципами или чего-то мы не сможем решить проблему войны и проблему мира, если мы не решим материальные свойства существования человека. А это биологические потребности. С помощью любви биологические потребности, я имею в виду только любви, не решить. Это нужно решать с помощью технологий. Технологии. Мы единственное животное, которое владеем технологиями. Соответственно, мы можем решить и эту проблему тоже с помощью технологий. Конечно, когда мы будем решать проблему питания, человек начнет изменяться и внутренне, и начнет изменяться его понимание вещей. Да, мы же можем жить без войны, оказывается. И вот эта идея любви, она возникнет сама собой, и не надо будет специально об этом говорить. Идея любви, она возникнет на почве решения биологических потребностей. Не надо специально где-нибудь всегда говорить, давайте, люди, любите друг друга. То есть, да, сегодня об этом приходится говорить, почему в условиях нехватки ресурсов, почему? Потому что нам войны просто не нравятся по факту. Но никто не любит войну. Нет человека, который бы любил войну, но идут на войну, потому что надо решить биологические потребности. Ну, социальные потребности тоже. Ну, вот мы и идем на войну. Ну, нас еще накачивает пропагандой, да.
Всякого рода пропаганда и накачивает нас идеологией. Идеология всяко разная. Защита Родины, там и все, и все, и все, и все. Ну, самое то, что касается окружающего нас, ну, близкого окружения, да. Но мы ведемся, конечно, на эту идеологию. Но в результате убиваем друг друга. И вот идею убиения Иисус, сколько бы он ни говорил, не убивай, не убивай, не убивай, но ведь не решена была основная проблема биологической потребности и социальной. Поэтому люди убивают. Не потому, что люди хотят специально этим заниматься, и им нравится процесс убиения. Только отморозки, наверное, и психические, и нездоровые люди, людям может нравиться идея войны, или воевать нравится. Многим это не нравится. Это не то, что могло нравиться. Но вот я так вижу проблему любви, проблематику любви в теме, в которой заявил Чильхар на форуме. И вот я так высматриваю вот эту идею любви. Потому что просто проповедовать и идею Иисуса Христа, и типа вот вы, люди, не понимаете, что любовь это самое важное для человека, но не решать основную, при этом не решать основную проблематику человечества, да, это обеспечение биологических потребностей, это же надо решать. Социальные потребности, я об этом вообще ничего не говорил, но это тоже очень важный фактор. Они вообще-то друг без друга не могут быть, по сути. То есть человек это существо социальное. Да любое животное это социальное существо. Да? Поэтому идея любви, она не может решаться вне технологий для человека. Другой вопрос, интересный вопрос, что люди не верят в то, что человек не может жить, то есть человек не может жить в мире, да, а все время будет воевать. Это уже проблема образования, это проблема понимания вещей и основных законов природы. То есть люди на самом деле, грубо говоря, зомбированы идеей войны. Они зомбированы идеей войны. Они не образованы. Большая часть тех людей, которые думают, что человек не может жить без войны, они не образованы в том смысле, что в перспективах они не видят других возможностей для разума человека. А для меня же это ясно. То есть я четко понимаю и на 100% убежден, что у человека выбор только один. У него нет другого выбора. Мира без войны. Если мы будем воевать, человечество закончит. Он себя закончит недолго. Еще лет 200-500 человечество закончится. Все. Вообще не будет ничего живого на земле. У нас только один вариант. Мир без войны. С вами был Сиддей Том.